Доехал до избушки. Только что вот остановился. Начало расцветать. Выехал из дома, еще было темно. Идет снег. Идет снег. Поход сегодня однодневный. Целый день буду в лесу. В тайге, может, еще порыбачу, если успею. И обратно домой. Вот сколько снега уже навалило на крыше, вон видно. По целине, когда ехал, там буран проваливается, тяжело едет. Если груженный прицеп, там вообще тяжело. Без прицепа, в принципе, поедет и по тайге, и по полю, по целине, без разницы. А с прицепом уже, в принципе, у меня рюкзак, ящик рыболовный для добора, ружье. Ничего, кроме таких вещей, ничего другого не брал. Тяжелого такого груза. А день прекрасный сегодня. Вообще классно. Классно. Снежок идет. Минус 18 было с утра. Вон как тайга. Все под снегом. Но еще темно. Сейчас затопим печку и будем греть избушку. Чтобы из тайги, когда уже выйду, немножко хоть потеплее было. Он висит снег так. Следов практически нету, когда ехал. Вот. По дороге ехал, там несколько следов у лисы было. Один переход у лося. И еще что я видел. Ну, много лыжни там, охотники тоже ходят, бродят, видимо. Все, буду затапливать печь, а потом по ходу также буду снимать. Может, что-нибудь и расскажу тоже как-то, как получится. Не могу насладиться. Такой воздух и тишина сегодня. Ветра нету, главное. Иногда бывает в лесу такого сильного мороза и нету, и ветер насквозь прям. Отличная погода. Это сухая сосна. Надо уже эту сосну свалить. Сосна древняя уже сколько стоит, и боюсь, что на амбар свалится. Уже не раз говорил. Шишки есть. Вон они, родимые. Приедешь в избушку, в первую очередь каждый раз приходится выкапывать, если такого навеса нету. Наверное, лучше над дверью вот тут навес еще сделать. И не будет так набивать снегом возле двери, там чисто будет. Я уже поздоровался с избушкой, что я каждый раз делаю. Это обязательно надо, чтобы избушка встречала хозяина или какой-то гость, если придет. Лопата у меня в избушке, и приходится так выкладываться, копаться, короче. Заклинило. Начало здоровья шикарка. Все. Открыли. Избушка встречает своего хозяина. Все как обычно. Ничего не меняется. Так. У меня сегодня был попутчик. Половину пути привез одного рыбака. Он тоже в свою избушку приехал. И свои вещи, и он еще. Корыто у него было, ящик рыболовный, снасти всякие. И когда я ехал, что-то сани тяжело тащил буран.
А оказалось, тут у меня наледь. Это уже остатки. Большинство наледи, конечно, уже ушло, лед. А все равно это стопорит. Стопорит, блин. И буран тяжело тащится они. Надо все это, чтобы растаяло, вычистить этот лед. А он когда я его высадил, когда уже он приехал, буран намного легче стал тащить сани. Так что, хотя небольшая корка, лед, но все равно тяжело тащить бурану. Это сани у меня стояли возле стены, куда попадало солнце. И сейчас уже все равно солнце выходит и немножко подтаивает лед. И после этого уже немножко уже подтаивает снег и получается лед. Вот такая фигня, короче. Перед тем как выехать, обязательно надо эту корку как-то вычистить. Я думал, я видел, когда выезжал думал, буду ехать там по твердому снегу, по дороге буду ехать там, все уберется, а нифига. Лед стоит криминально там. Птицы уже проснулись. Еще темно было, когда останавливались. Нет, даже я дома, когда грузился, вообще темно было. И уже листы там видны. Буран стоит. Подальше оставил. И все равно печку, избушку оставили, печка там будет топиться. И кто его знает, что может быть. Буран в стороне пускай уйдет. Сейчас скоро уже косачи должны выйти. Время уже к 8 часам. Сейчас, наверное, за 7 часов уже. И они где-то в 8 утра обычно выходят. И вот на этих березах, если увижу, конечно, я обязательно сниму. Вот на таких березах. Раньше не надо было далеко уходить. Я вам говорю и не обманываю. Вот. Выйдешь с утра, и вот на том берегу, как груши там, по 50 штук там висят. Но в то время белкашки ни у кого не было, только у штатных охотников. И обычным гладкоствольным ружьем гоняли их. Мало кто стрелял, но несколько штук там подстрелишь. А сейчас ведь они тоже умные, не стараются выходить. Выйдешь, все, кирдык, сразу на пулю в лоб получишь. Печка топится. Я боялся, что там, что труба под снегом, а нет, все видно. Снега мало еще на крыше, где-то сантиметров 45, наверное. Здесь больше, вот тут. А на амбаре тоже мало, я не знаю почему, тоже меньше. Везде в разных крышах и разное количество снега. Вон на бане тоже побольше, вот избушка есть. А на амбаре может тоже что-то влияет там под сосной амбар. Тоже может быть. Вот, слышите? Звук природы. И вон, наверное, птица. Да, вон что радует лес. Как же я вас люблю. Пение птиц. Давно уже такого не было, чтобы зима у нас такая глухомань была уже много лет. А в этом году все поет. Поет, не надо дожидаться даже весны. Весной, конечно, еще веселее будет. Там вообще птицы, море. И зимой в этом году тоже птицы веселят лес. Сейчас бураны будут подниматься. Я узнавал там в Верховье, там где-то за 50 километров, наверное, или сколько по дороге, даже больше, 70 километров, наверное. Там в избушку сегодня охотник, рыбаки тоже будут подниматься. Не знаю только во сколько. И вчера тоже следы буран. Ну, я покажу, буду идти на охоту. Блин, пока болтаю, там день закончится.
Все, заканчиваю, надо идти куда-то уже чай попить и пойдем. Ну, печка гудит, хорошо горит. И вот сегодня я воду буду делать из снега. Был вопрос тоже в комментариях, почему я мучаюсь, набираю воду с ручья. Там на одном видео было. Вот сегодня я буду делать воду из снега. Потому что до реки сейчас снега выше, по пояс нету, но выше колена, и тяжело вообще идти, там еще спускаться 15 метров до речки. И я лучше сегодня растоплю этот снег и буду воду делать из снега, а потом скипятим чай. Мне много не надо, я сейчас буду пить чай из термоса, а уже после того, как выйду из тайги, может, сварю чай еще перед выездом, перед рыбалкой. И буду сейчас завтракать. У меня тут запеканка я делал из фарша куриного с картошкой. Там картошка и еще что я добавлял? Лук. Ну вот так делал. Противень тоже. Да, вот она еда моя. Противень картошку нарезаешь, потом солишь так, и фарш уже готовый куриный тоже ложишь. Дальше я намазал кетчупом все это дело. И сверху лук нарезал. И опять слой картошки. Сверху майонезом. И в духовку заталкиваешь там, на минут 15-20. Не засекал, там как начнет, румяный как станет. И вытаскиваешь. И вот у меня на завтрак эта еда будет. Дальше хлеб, чай, песок. Там голубцы еще, как обычно, у меня с собой. И бич-пакеты есть. Все есть. Еда на целый день хватит у меня. Буду в лес идти, термос я не буду брать. Я сейчас позавтракаю и налегке схожу, там круг сделаю небольшой. И обратно. Я уже на лыжах. Лыжи охотничьи с хамусом. И вот моя бураница, где я заезжал. В принципе, проваливается, но терпимо. И вот на лыжах также иду, и где-то сантиметров 20, наверное, проваливаешься. Но идти легко. Я не скажу, что трудно. Идти можно. Километров 17. Одному можно пройти по такому снегу. После меня еще пока никто не поднимался. Вот старая бураница вчерашняя. Вчера кто-то. И зигзагом. Следы зигзагом. Там пониже, когда поднимался, там вообще такие зигзаги были. Наверное, или пьяные, или я не знаю. Наверное, чуть-чуть подвыпившие. Потому что если трезвый человек так не будет ехать. Да, все-таки косачей не видать нигде. Если тут нету, значит, но еще повыше можно подняться там пару километров. Еще там места отличные. Ну вот, где вот почки, наверное, вкусные для них. Я не знаю, вот именно на одном и том же месте они выходят. И каждый год. Тишина. Видеокамера отлично, вот, с большим хорошим зумом. Если обычным глазом не можешь определить там какой-то объект или сомневаешься, хочешь посмотреть поближе, видеокамера там можно приблизить. Сейчас еще чуток по дороге поднимусь и поверну в тайгу. Маршрут тот же, когда в ноябре, наверное, последний раз здесь был. После ноября еще сюда не приходил. По тому же маршруту и буду идти. Решил перекурить. Минут 40, наверное, уже иду. Ни одного следа,
ничего нету. Ни заячьих, ни куница не пробежала. Никто. Пока никого не видел. И даже лунки от рябчика. И лунку у рябчика тоже нету. Вот какая природа. Это настоящая Коми природа. Коми тайга. Елки, береза. Если не вырубают сплошь и рядом, такая тайга. Красивая, конечно. И вот в этом месте только елки с березой, а в основном тоже сосны у нас. На моих видео можете посмотреть, там в разных местах бываю. Разный лес снимаю, разные вырубки. И смотрите, как тихонько, не знаю, на камеру видно, наверное, как идет снег. Медленно. И тишина. И тайга против меня сегодня. Иду, и снег с деревьев валится вообще. Все засыпает. Спасибо, что надумал и сшил там еще капюшон на куртку. Без капюшона вообще невозможно идти. Все на тебя снег валится с деревьев. Где вот заденешь этот кустик, скажем, и сразу на тебя. Как же прекрасно. Иду, и хруст такой вот под ногами. О. Я обувь все поменял. Это у меня именно на лыжах такие бутсы одеваю. На буране, на валенках, воздуха. А здесь уже другая одежда совсем. Куртка другая, штаны те, и вот еще обувь такой бутсы. И вот такой скрип. Вот если прохладно на улице, все равно хоть ты что одевай. И некоторые валенки одевают. Не знаю, почему я еще взял двустволку свое ружье. Все говорят, что волков в море, в тайге, хоть не выходи. Не знаю, пока следов не видел. Будем смотреть. На верхнюю избушку вот поднимусь, там может интереснее, там больше следов, может будет, или надо тоже съездить посмотреть. А тут ничего нету. Но все равно где-то пару часов прогуляемся и обратно будем возвращаться. Так, все, 5 минут перекурили. Дальше пойдем. Идти легко, не проваливаешься. Я как говорил, сантиметров 20, но и легко идти. Легко. Иногда бывает, да блин, вообще по колено проваливаешься, и еще лыжи там застреваю, вообще поднимать тяжело, вот тогда ноги устают. А сегодня нормально. Сейчас заморозки были, и снег уплотнился, видимо, за 1,5 часа пути. Первый взлет, и вот здесь, наверное, в кустах кормились рябчики. Одна перелетела вон туда, где вот, я не знаю, тут какой-то рай, ручей, непонятно что тут. В общем, на ту сторону здесь маленькое озеро, наверное, а второй рябчик вот поблизости где-то вот тут. Где-то он тут сел. Сейчас поближе подойдем, может удастся заснять. И лунки ничего не видел, но они в кустах. И как-то неожиданно друга спорхнули. Он где-то он там сидит. Надеюсь. Но сейчас не видно, конечно, блядь. Сейчас потихоньку подойдем. И сейчас расцветка у них тоже серая у рябчика. И деревья под цвет рябчика. Если вдруг шевельнется там снег из-под ног или из сучьев, от сучьев,
на сучьях снег выпадет. Как же их скрипят лыжи, блин. Противно аж. Не знаю, куда смотреть. В экран или так искать. Оно где-то вон тут. За этой березой куда-то он сел. Чтоб подстрелить никакого... О, вон. Вон они. Еще 2 штуки. Тут оказалось несколько штук. Чтоб подстрелить никакого желания их нету. Сейчас уже скоро весна, пусть размножаются, а вот заснять охота. Где же куда-то вот сели. 2 штуки еще там оказалось. Близко не подпускают они. Главное, незаметно. Не замечаешь. Если на березу, а вон, так, подожди. Сейчас подойдем поближе. Так. Где-то я видел, шевелился там кустик сучья. Но они высоко не поднимались. Где-то на середину дерева подсели. Где же он, блядь? Не вижу их. 3 штуки надо мной. 3 штуки сидят. И не вижу их. Вообще рядом где-то. Между сучьев, наверное. Где же они? Сейчас, наверное, обычно последнюю секунду их заметишь, когда уже отталкивается взлет. Вот здесь он где-то. Двое здесь подсели. Замаскировались, блин. Видимо, не хотят взлететь. И вот видите, здесь вот сучьев. Где-то вот на этой елке, наверное, вот здесь видно, что вот мусор с деревьев выпал. Он свежий. Вот. Это признак того, что рябчик именно на этом дереве. Вот тут где-то он затаился. И ему плевать, кто подходит к нему. Знаю, что не подстрелят. А второй где-то вот тут сел. Не могу найти. О, блин. Замаскировались капитально. И 3 тут еще был. И еще 3 тут был. Не удалось заснять. Сели и не взлетели, все. Вот тут один где-то, там 2. И, по-моему, вот еще один здесь. 3 штуки их было. Один прилетел на ту сторону. Я не знаю, там озеро или что.
Так, подожди. Нет, бесполезно. Тактика, наверное, у них такая сейчас. Взлететь, спрятаться и не шевелиться. Еще глухое зимье сейчас. Скоро будут таковать. Нас будет, они будут по снегу бегать. Все, спрятались. О! Эй! Сюда! Сюда, комната! Бесполезно. Бесполезно. Хорошо, что еще есть рябчики с осени. Мы тут перезимовали. Страшные морозы уже позади. И тут тоже какой-то ручеек. Ну, маленький. Там непроходимая чаща, блин, вообще. Лес там, если пешком летом, осенью ходить невозможно. Сыро там. И вот рябчики. Именно в таких местах, наверное, зимуют, почки кушают. И в чащах, наверное, сейчас. Но в основном они в лунках ночью сидят. А эти-то хитрые, блин, так и не появились. Ладно, пойдем. Как и в ноябре. Точно такой же поход получился у меня. Где-то часа 2, наверное, круг сделал. Ничего такого не увидел. Только рябчики, 4 штуки. Еще следы были у этих, у лисы один след. И еще вот такая бураница. И корыто, наверное, из магазина покупная. Вон сколько направляющих у него. Столько полос. Хотел еще выше подняться. Я там думал, там поснимать, может, косачи выйдут, но нет, передумал. Лучше пойду и порыбачу. Порыбачу, может, что-нибудь и поймаем. Ельцы, плотва. Основное направление. Ну и кроме них больше ничего не ловится. Вот тут горностай еще пробежал, тоже следы. Ну, куницы, белки, ничего нету. Осенью много их было, а сейчас никого, ни одного следа не видел. Разве это не красота? Все красиво, все в снегу. Сейчас пушистый снег идет, такой легенький, и на деревьях так все бело, красиво. Главное, погода безветренная и тихая. Если сейчас ветер поднимется и такой снег пушистый, и такая пурга начнется, все, весь снег будет лететь. Как же красиво. Все здорово. Вот сейчас 49-кратный зум. Вот так показывает. Дальше уже, когда цифровой зум, там он уже, резкость уже не тот. Вот 62-кратный зум. 60, 70, 80-кратный. И резкость так не такой, какой хотелось бы.
А если 50 сделать, вот, 48, это оптический зум еще. И более-менее резкость. 29-кратный зум. О, как красиво. 17-кратный зум. 10-кратный зум. 5-кратный зум. 3-кратный зум. 2-кратный зум. И 1. Вот. 1 крат. Все, финиш. Вот такой зум у этой видеокамеры. В принципе, нормально. Если, скажем, на той сосне, вот в центре которой сидит глухарь или косач. Вот. Видели как? Можно приблизить и посмотреть, кто там сидит. О. Вот так. 48. Вот 50-кратный зум. Вот. В принципе, можно увидеть, кто там сидит. Красиво. И фотографии сейчас сделаю вот здесь. Фотографии у меня в основном я выкладываю в Одноклассниках. Моя страница. Там можете посмотреть фотографии. И сейчас вот, если в 2017 уже делаю фотографии, делаю на этой видеокамере. Потом сам посмотрите. И там еще вон все белое не видно. Не видно. Так, подожди. Вот палка ориентировочная. И от палки метров 20, наверное, где-то. Там посередине реки. Вот река. И посередине реки там следы. Ну, не знаю, видно, не видно. Выдра. Браконьер выдра. Побежала вверх или вниз, я не знаю. Спускаться уже не буду, так здесь высоко, метров 15, тоже и крутой берег, вообще спускаться невозможно на лыжах. Да и если без лыж, тут вообще крутой берег. И поворот мне нравится вообще здесь рыбачить. Вот прошлый год тут сюда тоже приезжали, вот там, здесь на повороте ловили, но ни одной поклевки не было. Это немыслимо. А позапрошлом году вот на том берегу вот кустик, вот именно от кустика на метров чуть выше и от берега на метра 3 забурились. Там крючок спустили и сразу начало клевать там. И ассорти такая рыба. Плотва, елец и хариусов даже поймали, и окушки. Все ловилось. А в прошлом году один раз только с Никитой вот сюда приезжали. Но мы еще в планах есть в марте сюда подъехать. И опять также будем пробовать рыбачить. Там дни уже длинные станут, теплые. Попробуем. Все, перекурили. И сейчас еще будем. Немножко уже осталось, половина пути. По этой буранице сейчас легко вообще. Как по асфальту идешь. Ну, конечно, воздух. Я сейчас в последний раз в городе был, в Сыктывкаре, и тоже безветренно как-то ли, я не знаю, там и прохладно было на улице. И от машин такой запах дыма. Тяжелый воздух вообще. После города, если с города человек приедет в такое место, и сразу голова закружится от такого свежего воздуха.
Лес, чистый воздух. Да, веселая пора. Ну, не веселая, а гажастая на крючке. Скоро весна. Ладно, хватит фантазировать, наверное, уже. Вот еще здесь попытаюсь. Вот он, вот он след. От выдры. От выдры. Но если по речке он спустился там возле избушки, там будем рыбачить, увидим еще это след.